Доброе утро. Доброе утро, Доброе утро. Венера. Итак, какие же книги были изданы в 2020 году? В 2020 году было издано порядка 150 наименований книг. Так. Это 280 тысяч экземпляров. Вот это Да, и я сегодня в студию принесла некоторые книги, с которыми хотела познакомить. Итак, были выпущены, конечно же, классики татарской литературы. Например, это известное произведение Фатыха Амирхана «Хаят». Это книга Бабича, тоже это целый сборник, который очень полюбился нашими читателями. Затем было издано много детской литературы. Если говорить о книгах для детей, то Так. это красочные издания. Вот хотелось бы показать некоторые из них. Так. Красочные издания. Каждая практически страница иллюстрирована такими Ох, такие красочные интересными иллюстрации. иллюстрациями. Да. Для самых маленьких, например, вот такая книга, которая поможет детям читать уже с малых лет. Она, в принципе, так и называется «Устра Турган Китаб». И тоже здесь, как мы увидим, много очень богатых Так здорово. красочных книг. Да. Ой, красочных картинок. Да, очень На любой интересно. вкус, как говорится, и цвет. Да, На возраст. еще хотелось бы познакомить это с современными нашими авторами. Вот, Так. к примеру, Альбина Нурисламова. У нас увидела свет ее книга. Это, как вы знаете, автор таких мистических, фантастических произведений, поэтому тоже очень любит наши. Еще и название. Одни цифры, попробуй Моя разделить. тема, моя тема. Трижды 7. Затем переводное издание. Это вот, к примеру, Сергей Есенин, выпущен на татарском языке. Ох, интересно. Да, тоже очень любим нашими Шагане с читателями. именем Шагане? Да, и, например, Галимджан Гильманова тоже «Албастеллар». Это произведение уже многим знакомо, очень многие любят это произведение. И вот вышло продолжение этого романа «Албастеллар», тоже новая книга этого года. Ну, собственно, и другие издания, это и книги-альбомы, это различные интерактивные издания. Еще, кстати, вот хотелось бы познакомить с уникальным таким сборником. Это сборник, в который вошли произведения наших молодых авторов. Так. Здесь представлена их краткая информация о них и одни из их лучших произведений. Очень интересно название особенно книги, что «Голос Да. нового века», да? Что Да. для нашего канала. особенно. Конечно. Родные. Своё. Да, Но родной это лишь некоторые. Конечно Да. же, много книг, поэтому хотелось познакомить с частью. Ну, добро Да. пожаловать на наш сайт. На нашем сайте можно познакомиться со всеми новинками. новинками. Очень интересно. Насколько мы знаем, издательство ведет проект по записи еще и аудиокниг. И в этом году также вышли проект, в рамках проекта. Да. новые работы. Аудиокниги были выпущены в этом году. Напомню, этот проект реализуется при поддержке президента Республики Татарстан. Так. В этом году были интересные проекты, к примеру, когда сам автор зачитал свои произведения. Например, многим известный Рабит Батулла озвучил свои Сам. сказки. Да. Сам. Здорово. Затем был выпущены аудиокниги молодого автора Лили Гибадулиной. Затем были выпущены произведения Набида Ули о войне и о тех трудных временах. Какие книги больше читали и слушали? Если подводить итоги года, то наиболее востребованы это традиционные детские издания, что не может не радовать, тем более, что если говорить о детских изданиях, то мы представляем литературу, которую можно и с малых, вот прям с малых лет, это вот, к примеру, вот буквально новинка Так. этого года, здесь Вот для различные детишек, ребусы, да. головоломки, кроссворды. Здесь, собственно, это вот книга, которая займет ребенка очень надолго. Затем из востребованных книг это произведение современного автора Ольги Ивановой из серии «Повелительницы Казани». Пользовалась спросом тоже историческая литература, например, о Дардменде. Была тоже востребована книга Кулгали, вот, кстати. Вот она. И эта книга, кстати, красиво. победила в конкурсе «Лучшие книги года 2019». Очень красиво. Да, который проводится Ассоциацией книгоиздателей России. Потом хотелось бы еще отметить наших современных авторов. Это произведение Айгуль Мулагалиевой, произведение Набиры Гемадиновой. Так. Ну, собственно, это вот, я говорю, такие, так скажем, самые топовые. А книги, собственно, арсенал большой, и в каждом секторе были свои предпочтения у наших читателей. Ну, это прекрасно. А если говорить об уходящем годе, он был непростым для многих. Как издательство справлялось с трудностями? Да, задаем этот вопрос с целью, что мы-то думаем, что везде были трудности, но народ-то мог
как раз-таки заниматься чтением. Да, действительно, год был непростым. Мы столкнулись с очень непредсказуемыми событиями, наверное, как многие. Когда мы были вынуждены закрыть магазины наши фирменные на время, когда сотрудники ушли на самоизоляцию. Но и в это время работа не прекращалась. Ведь работа над книгами – это кропотливая такая деятельность, когда каждая буква, каждое слово, оно просто очень важное. Поэтому сотрудники, можно сказать, не покладая рук, и в это время работали над подготовкой книг к изданию. В 2 раза посещаемость выросла нашего сайта, да, потому что люди и слушали, люди читали, заказывали, мы организовали бесконтактную доставку книг, так что, но еще раз повторюсь, нет худа без добра. Но до сих пор работает Да, конечно, доставка? да, Всё, конечно, отлично. и мало того, мы продолжили работу в части продвижения татарской литературы, и вишенкой на торте этого года стало открытие нового фирменного магазина в новом формате литературного кафе. Так. Да, теперь в этом месте можно не только книгу почитать, но можно и почитать за чашечку кофе или чая. Испить, да? Да, да, да. И мы, кстати, там представляем наши сигнальные экземпляры, которые вот-вот только из-под станка, грубо говоря, вышли, да. Наш читатель может прийти с ними, познакомиться абсолютно бесплатно. Ну и плюс еще это кафе стало такой площадкой для проведения мероприятий. Там встречаются с авторами. Да, мы встречаемся с авторами, с различными деятелями. Так что добро пожаловать. Да. Ой, спасибо вам большое, и пусть Новый год будет втройне, скажем так, богат на выпуски всевозможных книг, на любой вкус, любой возраст. Прекрасно. А в начале года, беседа. да, надеемся с вами встретиться и уже узнать, какие там планы будут у татарского книжного издательства на год 21. Спасибо вам, что Я пришли. пожелаю, наверное, самое главное – это здоровья. Спасибо вам Всего большое. доброго.